почему нет учебника? Я говорю, может мне купить самой этот учебник? Я куплю, потому что моему ребенку не из чего заниматься, просто читать неоткуда. Наша героиня, назовем ее Лилия, пожелала остаться инкогнито. Она мама 2 школьников, и оба ее ребенка учатся в одной из татарских гимназий Казани, где, по словам Лилии, от национального образования осталось только одно красноречивое название. В школе нет ни одного предмета с преподаванием на родном языке. Более того, изучению самого татарского языка отведено всего лишь 2 часа в неделю. О татарской литературе и того меньше – 1 час. И в этот урочный час учитель на пальцах пытается донести до детей основы национального литературного канона, потому что, как бы парадоксально это ни звучало, татарскую литературу они изучают без литературы. По какой причине нет, я так и не поняла. Я так поняла, не хватает количества учебников, просто именно татар-адабиеты, и поэтому их просто всем не раздают. Я так поняла, причина вот в этом. Потому что у учителя есть этот учебник, она читает вслух для каждого. И это происходит не где-нибудь в отдаленном регионе компактного проживания татар. Литературу в объеме 1 часа в неделю без учебников на минуту преподают в Национальной гимназии в центре татарского мира, как называют столицу Татарстана Казань. Хотелось бы верить, что эта ситуация – исключение из правил. В Татарстане свыше 600 учебных заведений, которые на бумаге числятся школами с родным татарским языком обучения. Это и средние школы, и национальные гимназии, который является вроде бы как светочем татарского народа. На них всегда возлагалась особая миссия воспитать для народа новое поколение татарской творческой интеллигенции. Но проза жизни оказалась сильнее высокой поэзии. Любая школа и национальные гимназии в том числе – это, как правило, закрытые учебные заведения. И увидеть процесс обучения, процесс преподавания изнутри нам, журналистам, тем более не представляется возможным. Но есть одна очень хитрая лазейка, которая называется интернет, куда, если зайти и хорошенько покопаться, можно найти весьма интересную и абсолютно доступную и открытую информацию. У каждой школы есть сайт, где в открытом доступе опубликована информация об учебных программах и учебных планах с указанием количества часов на преподавание того или иного предмета. Вот, к примеру, в первой татарской гимназии Казани на татарский язык в начальном блоке в среднем отведено 2 часа в неделю, литературе – час. Для сравнения, русский язык – 5 часов в неделю, английский язык – 2 часа. В 5, 6 и 7 классах ситуация остается неизменной. Татарская литература также в объеме 1 часа в неделю, ровно столько же администрация школы отводит урокам музыки и рисованию. Зато физкультура и труд, и иностранный язык идут с явным перевесом в 3 часа. В 15-й татарской гимназии час от часу не легче. 2 часа в неделю татарского и час по чайной ложке литературы. Иностранного 3 часа в неделю, русского языка 6 часов. В начальной школе 17-й татарской гимназии литературное чтение аж 2 часа, невиданная роскошь. Но наше ликование казалось преждевременным. Начиная с 5 класса родную литературу в этой школе тоже урезают на час. Таким образом, 40 минут на изучение национальной литературы для большинства татарских гимназий, как оказалось, это норма. Ровно 40 минут в неделю наши национальные школы выделяют на овладение грамотностью, искусством слова и человеческой культуры. В общем, татарская литература очень богатая, я считаю, 2 часа в неделю очень... Нет, за 2 часа-то вряд ли, потому что это очень... Я же сам учился в этой татарской школе. А за час, Морозов? За час нет. Никаких нет. Даже с писателями не ознакомишься, не то что их произведения. Нет, час это. Это просто уже вот вам нужен татарский язык, вот вам. Только для того, чтобы отстали. Как оказалось, учебный план школы – это, по сути, простая арифметика. Есть сумма часов, которые необходимы для выполнения всей учебной программы. А вот какими в этой сумме будут слагаемые, каждая школа определяет сама, исходя из своих способностей и потребностей. Потребности татарской гимназии в родном языке и родной литературе, похоже, настолько малы, что их вполне удовлетворяет данная учебная нагрузка. Для школ с преподаванием на родном языке российское законодательство предусматривает до 5 часов в неделю родного языка. Потому непонятно, по какой причине татарские гимназии сами уменьшают количество часов на базовые знания, если, конечно, татарский язык для них является таковым.
Беренче класстан ук, демәк, безнең бала Гәрәй Рәхимне дә белә, әйме, Нәкый Сәнбәтне дә белә, Ләбиб Леронны, Илдус Гыйләҗевне, барысын да өйрәнеп белә башлый, әйме. Каждый учебник по татарской литературе – это целый мир. Каждый образ, произведение, автор для ребенка – это мощный источник воспитания духа и личности. По словам издателей, современной школьной книги на родном языке ничуть не уступают ни русской, ни зарубежной классике. Это красочные яркие издания, которые снабжены аудио и видеоматериалами. Но вот в последние годы, по словам издателей, совсем нет спроса на учебники по татарской литературе. Школы просто не успевают освоить даже четверть того, что называется базовым литературным каноном. Татар әдәбиятын белмәгән балалар тоже бик кызганыч. Мәсәлән, без яшибез Казанда да, Әбсәләмов урамы дип узып китәләр инде дә. Анда башка язучыларның урамнарын узып китәләр. Менә һәр Сибат Хаким урамы дип яшәбез дә. Алар бит аны кем турында сүз барганда белмиләр. Бик аяныч андый вакытта инде. Менә японнарда шундый әйбер бар икән, балаларны матурлыкка ияләндерү. Менә шундый дәресләр бар икән. Ул бит матур әдәбият уку әле телеңне, күңелеңне байыту гына түгел, менә аның матур әдәбият дигән сүзе дә бар. Укучы булмаса әдәбиятта әллә нинди шаһәсәрләр язсаң да аның бернинди мәгънәсе дә юк. Укучы күп булса, аның язучылары да шул укучылар арасыннан алар бит инде калкып чыгалар. Укучылар арасыннан пайда булалар. Үзенең телен белмәгән кеше тарихын да белми, әти-әниләрендә кем икәнен белми, һәм ул үсештә алмый. Чөнки бит инде генетиклар тарафыннан испатланган, нин кем булып тугансың, тамырың каян, шушы тел белән, шушы ана тел белән телең ачылса, син башка телләрне дә яхшы итеп үзләштерәсең. Бәхре вәгъдәт асты өсткә килде, шунда кайнады. Бетте мәху, үлде зәмин, һәм дә замана калмады. Шакир де Медресе читает стихи Тукая наизусть. Уроки татарского языка и родной литературы – это базовые знания, которые даются во всех мусульманских учебных организациях Татарстана. Казалось бы, весьма странно то, что в светском государстве вопросами национального образования так серьезно занимается муфтият. Как известно, в 100 мечетях курсы татарского языка уже посещает свыше 1500 человек. Но, по словам Камиль Хазрата, именно литературное наследие народа является его духовным источником. Более века назад вокруг мечети формировались мадресе, образование, вокруг мечети формировалась жизнь всей деревни, целого аула. Поэтому кому бы что не нравилось, то есть не нравится в этой фразе, но это факт. То есть ислам сохранил национальность, а национальность сохраняла религию. Хотелось бы верить, что литература на родном языке и в школе дождется своего часа. А точнее, минимум хотя бы 2 часа в неделю в учебном плане. Тем более, что это для руководителей этих школ простая арифметика. Задача, которую по силам им решить самим. Ильзира Юзаева, Андрей Ключников и Андрей Кузьмин. 7 дней.